Это еженедельная программа новости IT. Здравствуйте! Минувшие 7 дней после традиционного летнего затишья были богаты на технособытия. Для разогрева начнем с того, что купертиновская компания Apple извинилась перед разработчиками приложения WordPress за свою жадность. Такой формулировки, конечно, не было, но по факту так оно и получается, судите сами. Купертиновцы хотели заставить разработчиков монетизировать свое бесплатное приложение, вынудив продавать тарифные планы и доменные имена ради того, чтобы Apple могла получать свои традиционные 30% комиссионных. WordPress — это свободное программное обеспечение, которое помогает в создании сайтов, блогов или веб-приложений. Так вот, подчеркну, приложение бесплатное. И это не понравилось Apple, на что они хотели обязать ввести платные тарифы и микротранзакции. Благо, у ребят из WordPress хватило смелости придать это огласке, и в конце минувшей недели в интернете поднялся нехилый такой бугур. Яблочникам со своей уже и так подмоченной репутацией пришлось публично извиниться. Вот он, пик капитализации компании, ранее обвинявшей за то же самое техногиганта IBM, которым по факту сама же в дальнейшем и стала. А извинилась Apple, вероятно, решив, что игра не стоит свеч, в отличие от ситуации с Epic Games Store. Кстати говоря, создателя Fortnite, который яблочники вероломно выпилили из своего магазина приложений, поддержали в Microsoft. Корпорация просит сохранить доступ к инструментам разработки Apple, иначе Microsoft придется отказаться от клиентов на iOS или поменять движок для игр. Напомню, что купертиновцы не просто удалили популярную игру Fortnite, а пошла войной и пригрозила закрыть доступ к инструментам для движка Unreal Engine, на котором собрано не только детище Epic Games, но и множество других мобильных игр. Если запрет вступит в силу, то навредит и игре Forza Street, разработанной Microsoft, и не позволит корпорации разрабатывать новые игры на этом движке. Будем наблюдать за историей дальше. Российская технология позволит заряжать гаджеты от собственного тела. Творение принадлежит ученым Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Разработанная термоэлектрохимическая ячейка может обеспечивать напряжение разомкнутой цепи до 0,2 вольта при температуре электрода до 85 градусов по Цельсию. Это в 10, а то и в 20 раз превосходит показатели аналогичных разработок. И это не предел, говорят исследователи. Мощность можно и будут повышать и дальше. Потенциал еще есть. Разработка может пригодиться, к примеру, для создания термоодежды с электронагревающими элементами. Прибор для обнаружения в воздухе COVID-19 представили на форуме «Армия-2020». Кроме частиц коронавируса, он способен определять наличие бактерий, токсинов и других вирусов. Разработка принадлежит Красногорскому заводу ИНИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Комплекс способен обнаруживать достаточно большое количество вирусов, бактерий, токсинов до 86 мишеней. И может работать на площадях порядка 100 квадратных метров и обеспечивать детекцию с чувствительностью, сопоставимой с лучшими аналитическими методами, которые сейчас применяются в лаборатории. Detected Bio также способен определять наличие опасно представляющих угрозу здоровью человека концентрации вируса в воздухе. Надеемся, что этот метод будет востребован при использовании нашего комплекса автоматического для контроля помещений на наличие этого вируса при проведении массовых мероприятий в местах скопления людей, на объектах транспортной инфраструктуры, например, аэропортах, на различных видах транспорта. Российские операторы сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифов. Так, Теле2 отменили услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц пользоваться сетью без ограничений трафика по всей стране. МТС изменил условия безлимитной опции тарифища. Теперь клиенты могут либо остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей в зависимости от региона, либо перейти на новую версию тарифа при сохранении старой цены, но с ограничением интернет-трафика в 30 гигабайт. Мегафон и Йота пока не сообщали о планах отмены безлимитных опций. Тем не менее, генеральный директор ВТБ Мобайл, которым и принадлежит зеленая и синяя мобильные компании, все же допустил, что подобные изменения могут коснуться и их тарифов.
Талантливые школьники могут получить государственные награды. С 1 сентября начинается прием заявок на портале госуслуг. Как сообщает региональный сайт Мининновации, ребятам, которые проявили особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, полагается 125 тысяч рублей. Деньги выделяют в рамках федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Условия следующие. Проходить обучение в школе или другой образовательной организации в период с 2018 по 2019 годы и иметь возраст до 19 лет. Быть включенными в государственный информационный ресурс talantyrossии.rf. Иметь дипломы, награды, патенты и свидетельства научных работ, которые подтвердят активную деятельность в точных дисциплинах. Срок подачи заявления до 14 октября, а решение о выдаче гранта примут не позднее 1 ноября этого года. Если оно будет положительным, то деньги переведут одним платежом. Их можно будет потратить на любые цели. Отчитываться ни за что не придется. Еще одна хорошая новость для юных любителей технологий. Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина успешно прошел отбор среди образовательных площадок и первым в регионе войдет в программу Яндекс.Лицей. Это образовательный проект по обучению языкам промышленного программирования. Набор первых студентов из числа учащихся 8 и 9 классов стартовал 30 августа. Заявки принимаются до 1 октября. Подать документы можно на сайте yandex.lyzeum.ru. Поступающим нужно будет пройти ряд вступительных тестов, после которых пройдут очное собеседование уже в колледже. После завершения обучения выпускник получит свидетельство об обучении, сертификат Яндекс.Лицея и статус джуниор-программиста, признаваемый в IT-компаниях. А те, кто уже владеет знаниями в области современных технологий и даже имеет собственный проект, прямая дорога в IT-парк Якутск. Там стартовал новый поток акселерационной программы B8. Для тех, кто не в курсе или запамятовал, что это такое, напомним. Акселератор — это то место, где вам и вашему проекту окажут поддержку. А именно предоставят место в коворкинг-центре, помогут довести идею до конца, сведут с потенциальными инвесторами, дадут возможность по итогу прохождения программы получить финансирование и многое другое. Для участия нужно собрать команду минимум из 2 человек, иметь сам проект и желание развиваться. Заявки подаются на сайте b8accelerator.com. Сейчас расскажем о проекте, который навряд ли можно причислить к сфере IT, но на примере которого явно прослеживается незамысловатая формула успеха. Рыбаки из Ленска пару лет назад задались вопросом, как идти в дальнее плавание, если имеющиеся на рынке лодки и суда на подушке не отличаются надежностью, представителей в республике нет, как зачастую и запчастей, расход при этом выше даже, чем у КАМАЗа. А вот что действительно бывает редко, разговорами все не закончилось и начались конструкторские работы. Пока внимание технических разработчиков со всего мира в эти дни приковано к крупнейшей выставке «Армия-2020» в Москве, в Якутии прошла презентация своего гения инженерной мысли. Идея принадлежит Кулибиным из Ленска. Соратников по делу нашли в Ростове и Санкт-Петербурге. И аэромобильная лодка «Индигирка 500» вполне могла бы составить конкуренцию на столичном военном форуме. Ведь в основу легли отнюдь не гражданские технологии. Мы сделали принципиально другую конструкцию. То есть здесь другие материалы, другой подход. Здесь больше подход к авиационный, самолетный. Поэтому применены стали, АМГ, проводка авиационная, автоматы защиты Су-154 авиационные. Но не только надежность стала основным требованием. По словам главного конструктора «Индигирки» Романа Рыжикова, аналогичные на рынке лодки страдают высоким расходом топлива, а зарубежные моторы делают дорогостоящим, а иногда и неподъемным по деньгам ремонт судна. Идея была, опять же, экономичности, то есть, чтобы можно было далеко ходить, то есть, так получилось выжить, наверное, я думаю, что раза в 2 она экономичнее, чем, аналоги в классе, да, там. Вот, у нас получился расход очень маленький, то есть мы 30 литров на 100 километров тратили, проехали специальное расстояние. Двигатель полностью переработан здесь на основе ВАЗовского 21-126. Идея нашла отклик у технопарка Якутия. В прошлом году они рассмотрели проект «Линчан» и приняли решение включить их в число своих резидентов, предоставить необходимую площадь и мощности для запуска производства. Самое главное, что всю конструкторскую документацию они создали сами. Прошли путь от создания опытного образца и до уже, можно сказать, предсерийного образца.
То есть они весь цикл, производственный цикл, можно сказать, прошли от и до. То есть здесь есть детали, естественно, то есть какие-то детали, которые они не могут произвести, тот же двигатель, но все остальное это их полностью их производство, начиная от баллонов и заканчивая вот последними вот винтами. То есть в очередной раз видим довольно простую, но работающую схему. Увидел проблему, придумал решение, нашел единомышленников, реализовал проект. То есть мы увидели очень много недостатков, хотелось это изменить. Очень не понравилось, что все производители находятся не у нас в республике, и это очень такой тяжелый момент, что-то с лодками случается, приходится ремонтной бригаде оплачивать проезд, проживание, чтобы приехали, делали. И хотелось, чтобы у нас было налажено производство, так как у нас очень много рек, озер. Это странно на самом деле, столько речек, а производителей нету. И теперь проект получил поддержку государства, а планы сделать удобный транспорт для личных нужд сменился на цели выйти не только на республику, но и как минимум на рынке Дальнего Востока. А теперь о том, во что можно будет поиграть в ближайшее время. На сей раз повезло обладателям шлемов виртуальной реальности. Они смогут погрузиться в гнетущую атмосферу хоррора по мотивам настольной игры Race the Oblivion Afterlife. Главный герой — призрак, которому нужно раскрыть тайны особняка Баркли, не попадаясь на глаза зловещим спектром. Благодаря бестельной форме можно двигать предметы на расстоянии и проходить сквозь стены. По мере продвижения по сюжету способности будут становиться все сильнее и сильнее. Заявлена поддержка почти всех существующих на рынке VR-шлемов Oculus, HTC Vive, Valve Indexes и PSVR. Студия Fast Travel Games заявила, что ужастик стартует в начале 2021 года. И на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!